Вот так вот почти что начинается мое каждое утро, когда я просыпаюсь на работу. Я иду, умываюсь, потом одеваюсь, затем я начинаю собираться. Видите, так как сейчас зима, я еще укуток, это вообще просто, я не знаю как кто. Сегодня необычный день, сегодня необычный выпуск. Дело в том, что я хотел с вами поделиться о том, как я работаю официантом. И в первую очередь я бы хотел снять влог такой о работе официанта, чтобы вам было что-то как, все понятно, все видно, все прозрачно. Вот. А перед началом ролика обязательно хотелось попросить вас поставить лайк, написать комментарий, обязательно подписаться на мой канал. И да, забыл сказать, что на улице, знаете, как холодно. Из-за этого я так укутался. Это город Воронеж. Я даже пытаюсь телефон держать как-то, чтобы руки не замерзли. А у меня все равно руки мерзнут. Это жесть. Холодно, жесть. Каждый раз делаю пересадку. Дело в том, что чтобы добраться до работы, нужно мне ехать на 2 маршрутках. И вот так вот пересаживаюсь каждый раз. Зимой особенно сложно, потому что на улице холодно, ты стоишь и мерзнешь, пока не дожидаешься свою маршрутку. Я только вышел с маршрутки, а вот уже вот едет эта маршрутка. Сейчас в нее сяду. Вот она едет 100%. Мне ехать 2 остановки сейчас. Вот моя остановка. Теперь мне идти еще минут, наверное, 7 до работы. Но представляете, да, как я трудно добираюсь до работы? Обязательно я жду от вас поддержки максимальной. Лайков, комментариев. И самое главное, подписки. Дело в том, что я хочу 1000 подписчиков за январь месяц. А у меня их нету. Так что давайте, ребят, поддержите максимально. Прошу вас. А мы продолжаем. Давайте я лучше же продолжу на работе. Руки мерзнут, на улице минус 21. И просто холодно. Вот и я подошел к своей работе. Видите, как он выглядит? Ресторан «Бархат». Находится в Воронеже. На Советской площади. Вот я в нем работаю. Официантом. Что, ребят, продолжим мой влог. Сегодня я уже на работе, переоделся, у нас было плановое собрание. Естественно, я не смог показать о том, как я переодеваюсь, в наше подсобное помещение. Но я уже нахожусь в ресторане, вот такая у меня форма одежды. Единственное, что не хватает тут ручника. Вот, в принципе, я думаю, вам понравится моя форма. И вот так вот. Джинсы, синие джинсы, белые кроссовки. Оцените. Сегодня мы на смене с Нурланом. Нурлан тоже из Туркменистана. И, кстати, оцените, это 2-й этаж. Вот такой вид открывается на ВКС. ВКЗ, точнее Воронежский концертный зал. Это Советская площадь, город Воронеж. 2-й этаж, ресторан «Бархат». Кстати говоря, вот как раз таки тут я работаю официантом. И сегодня будет моя смена. Немного хотелось бы рассказать о открытии смены, что мы проверяем, что мы делаем. Ну, естественно, перед тем, как открыть смену, мы всегда проверяем на чистоту бокала сервировочные, также тарелки, вот, тарелки, бокалы, приборы. Ну, естественно, также их раскладываем, чтобы они все были чистые. Вот так вот проходит у нас открытие смены. Видите, вот он проверяет, идет точнее грязь и протрет. Это также винный холодильник красного вина, там винный холодильник белого вина. Вот такой вот красивый зал. Тут открывается тоже хороший вид, кстати говоря. И немного такой обзорчик, маленький клип сделаем сейчас, фидбэк. So all eyes on me, living life of a thug nigga till the day I die. Living life of a boss player, all eyes on me. Living life of a thug nigga till the day I die. Living life of a boss player, even getting high.
till my nigga pop. Live my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss player. Зацените вид, кстати. Такой чистый, знаете, мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись. Кстати, вот такая вот открытая кухня тут, я забыл вам показать. Такая вот открытая кухня. Там печь на дровах, тут рабочая посуда. Вот. Такая вот рабочая обстановочка. В принципе, можете сами наблюдать, потому что из зала ресторана виден зал кухни. Ну, в принципе, нормально. Сами оцените интерьерчик, фотографии. Вот тут вообще мне нравится обстановка. Тут зеркало. Есть также первый этаж, там больше лаунж-зона, там веранда, можно кальян покурить. Вот. Как-то так. Мы только открылись, время 12. Что будет по истечению дня? Сколько столов будет? Ну, сегодня вторник, на минуточку. Да, сегодня будний день. Сегодня будет, я думаю, минимально народа, но в то же время попытаюсь максимально выложиться. И покажу, что по заработку, что я заработал, вообще сколько гостей будет у меня. И что из этого выйдет, в принципе. Можете наблюдать. Также, ребята, хотелось бы обратиться ко всем, кто сейчас меня смотрит. Если вам кажется, то, что я какой-то все это тускло говорю, все это плохо говорю, все из-за того, то, что я работаю уже 5-й день, и завтра мой 6-й день. Я очень сильно устал. Прошу отнестись к этому с пониманием. И смотрите, ребят, также, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Также ниже оставлю свой телеграм-канал, куда можете перейти, подписаться. К сожалению, у меня нету петлички. Я бы хотел подходить к гостям и транслировать вам весь как раз таки диалог, разговор, как я принимаю заказы, как я отношу заказы. Я вплоть до этого хотел бы вам это все передать, но, к сожалению, я этого не могу сделать по той или иной причине, потому что у меня нету петлички. Блин, выпуск, я думаю, продолжится, но я себя крайне плохо чувствую. Дело в том, что у меня со вчерашнего дня першит горло, и я сейчас начал ощущать слабость жесткую. И не заметил то, что у меня поднялась температура. Как бы это странно ни звучало, блин, но желания снимать, честно сказать, нет. Но я думаю, если я начал снимать, я думаю, доведу это дело до конца. Досниму какой-то рабочий процесс, сниму как раз таки, как будет работаться, как буду выносить заказы, как буду принимать гостей. Но, естественно, как я буду принимать заказы, я не смогу это заснять. Но сам факт того, что я буду вам показывать, что они заказали, как я это буду пробивать, как я это буду выносить, как я это буду забирать с кухни. Это я постараюсь вам показать. Но, честно сказать, очень сильно себя плохо чувствую. Вот, надеюсь на поддержку. И заранее благодарю вас, ребят. Спасибо. Пришел первый стол, но он не мой, он Геворга. Обслуживает. Так могу присутствовать. Ну что, ребят, что я могу сказать? Время 2 часа дня. Я себя еще хуже чувствую. У нас всего лишь 2 стола. У нас сегодня 3 официанта. Вот. И поэтому у меня столов еще нет. Есть только стол у Геворга, у Нурлана, но у меня столов нету. Вот. Так что я жду свой 3-й стол. Надеюсь, я его дождусь. Так как гостей очень мало, мне поручили накрутить ручники. Кто работал официант, я думаю, знает, что это такое. Вот, в принципе, я кручу. Много у меня ручников. Раз. Я сейчас буду крутить ручники. И вам покажу, как это делается. В одну сторону так загинаем. Давайте вот так вот. Поставлю камеру. Полный ручник. Раз. 2.
еще не готов. Спустя 3 часа нахождения меня на работе, точнее 4 часа на работе, ко мне пришел стол. Вот, заказал чай, том-ям и тирамису. Весь заказ я вынес по кухне и по бару. Так что осталось только, чтобы они попросили расчет, я их рассчитал. Ну и посмотрим, сколько мне оставить чаевых, если они еще будут, конечно. В любом случае, сегодня я буду обозревать, сколько я заработал, сколько у меня столов было. И по мере возможности буду вам говорить. Как раз таки сегодня вторник, лайтовый такой день. И по мере возможности буду говорить, там, сколько столов у меня, сколько столов у меня было, что я им вынес, какой у них итоговый счет. К сожалению, я не смогу заснять процесс принятия заказа, потому что это просто, ну, я так скажу, то, что я не буду говорить то, что это невозможно. Это возможно, конечно, но в то же время это очень сложно. Вот. Так что не один официант будет меня смотреть, а много официантов будет смотреть. Просто поделитесь, нормально ли это, ненормально это. Про сегодня вторник, и это мой первый стол за 3-й час. Ну, получается, я в 10 пришел на работу, но у нас собрание было до 11. А после 11, естественно, я пошел открывать зал. До 12 открывали зал. Так, 10, 11, 12, 13, 14. За 5 часов работы моей, получается, как я пришел на работу, это мой первый стол. Вот. Так что как-то так. Но это не реклама какая-то. А, кстати говоря, зацените, какой вид. Фон вообще четкий. Я вот сижу, разговариваю с вами. Понимаю то, что сзади у меня фон какой крутой. И сам по себе фон вообще крутой. Зачетно. А если еще камеру протереть? Давайте протрем. Вообще разъеб. Просто разъеб. Ну класс же. Че, ребят, хочу поделиться с вами с тем, что у меня ушел первый стол. А если еще кручу ручники. Счет был у них на 1200 рублей. Оставили они мне 70 рублей. Заебись. Также, ребят, хотелось бы с вами поделиться тем, что я работаю официантом на протяжении уже, получается, с 2020 года. Как я пришел в эту профессию, я немного сейчас как раз таки с вами поговорю, пообщаюсь о том, что я пришел в эту профессию из-за своих студенческих лет, получается, во время студенческих годов, или как правильно высказаться, я, честно сказать, не знаю. Вот. Во время студенческих лет я искал способы заработка. Как раз таки тут быстрый заработок был, и я тут остался. Сам я закончил университет инженера-программиста, не пошел работать по профессии вообще. Вот. И остался в сфере общепита, именно в ресторанной сфере. И уже 4-й год как работаю. И также, почему я начал диалог? Дело в том, что я запустил челлендж, в котором я в 2024 году уволюсь из этой работы и начну работать на блогерскую свою деятельность. Я буду активно продвигать свою блогерскую деятельность и посмотрим, что из этого выйдет, ребят. Строго не судите, но меня посетила мысль уйти с этой работы. Было бы неплохо также, знаете, кто смотрит данный видос, как бы это странно ни звучало, да, я не хотел бы об этом вас, конечно, просить, но все же я хочу вас попросить о том, чтобы, если вам нравится контент, если вы желаете моего дальнейшего продвижения, хотелось бы вот тут оставить номер карты. Я не говорю то, что каждый там может по чуть-чуть скинуть на мое продвижение, но это чисто донаты. Ничего больше, ребят. Вот тут оставлю номер своей карты. Если вы хотите мне помочь в продвижении, то просто знаете, что делать. Заранее всех благодарю. Искренне. Это не обязательное условие, конечно. Это просто чисто от души. Кто хочет помочь в продвижении, и все. Ничего больше. Вам копейки, а мне будет приятно. И по этой причине, как бы странно это не звучало, я хочу попросить вас сделать донаты. И все. Ради контента.
Плюс я собираюсь купить себе петличный микрофон нормального качества, который будет работать на нормальном расстоянии. Дело в том, что я купил очень дешманский, блядь, петличный микрофон, который нормально ничего не озвучивает. И для этого хотел бы обратиться к вам. Вот. Если вы мне поможете, я как раз таки осуществлю свою маленькую мечту, куплю этот петличный микрофон и начну снимать для вас охуенный контент. Какой вы контент хотели бы видеть, напишите ниже. Вот. И заранее спасибо вам. Ну чё, ребят, время уже 6 час. А у меня за все это время только был один стол. Я все это время ходил, ебланил. Нормально не смог ничего не снять. Просто вот хожу, как раз таки, блин, время от времени сюда в уголок отхожу. До этого накручивал ручники, а сейчас в уголок отхожу, чисто записать так отчетность насчет сегодняшнего дня. Самочувствие немного полегчало, попил чай. Спасибо барменам, пацанам, которые сделали мне малинный имбирь чай. Очень крутой чай получился, кстати. Вот. А по самочувствию вроде все нормализовалось. Уже так отпустило немного, но все же горло першит. Чувствую я. Завтра себя буду плохо чувствовать. Но в любом случае я не унываю, потому что это ожидаемо. Сегодня 9 января. Люди после праздников идут просадки во всех ресторанах. Кто со мной согласен, можете ниже меня поддержать. Вот. И сам факт того, что народа нету, это нормально. У меня был всего лишь получается 6 часов вечера настрой официантов. И у меня только был один стол, сука. Почти что все официанты ушли домой, я остался один. Вот, и я докатывал стол друга, у которого тут 500 рублей оставил. Видите? 500 рублей. Время 21:36, и мы себе постоим вот так вот в зале. У меня сидит один стол, я в ахуе, потому что, блядь, у него столов нету, а у меня сидит один стол. Ну, я вам так скажу, счет у них на 10 тысяч рублей. Вот. За целый день это мой второй стол. Второй, сука. Я устал от того, что я ничего не делал. Плюс самочувствие у меня плохое. Сами знаете, я в начале ролика говорил. Но в любом случае я не расстраиваюсь. Как бы все нормально, все хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет и что они мне оставят. Ждем чуда. Или ждем у моря погоды, можно так сказать. Вот так вот. И, кстати, у меня там сидит какой-то стендапер, я его, к сожалению, не знаю. Валера там какой-то. Ну, не суть, сам факт того, что у меня сидит какой-то стендапер-блогер. Ну чё, ребят, вот так я хочу подытожить свой влог. Как раз таки о жизни официанта, о работе официанта. Что я могу сказать насчет сегодняшнего дня? Потому что сегодня у меня был крайне хуёвый день, извините за выражение. Я заработал только 70 рублей. Последний стол мне ничего не оставил. Но ничего страшного. Этим хочу я завершить свой видос, влог. Сказать всем спасибо, кто досмотрел до конца. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был СК ТВ. До новых встреч.